Более 250 тысяч жителей Коми уже привиты от коронавируса. Цифра, по всей видимости, далека от идеала, что подтверждает высокая статистика новых заражений и даже смертей. Огромный резонанс на этом фоне вызвала инициатива Министерства образования, которая рекомендует непривитых студентов переводить на удаленное обучение. Наталья Юрьевна о том, как вузы встретили новый учебный год. Июнь этого года. Одно из общежитий Сыктывкара. Вокруг красно-белая сигнальная лента и наряд полиции. Выйти нельзя, зайти тоже. Внутри вспышка ковида. Как избежать повторения истории? Интернет все лето пестрил заголовками. Учиться смогут только те, кто привился. Учебные группы разделят на вакцинированных и невакцинированных. Без прививки не пустят в общежитие. В поиске правды студенты обращались и к руководству университетов, и к социальным сетям. Скажите, пожалуйста, где можно найти приказ СГУ, в котором указывается, что студентам СГУ нужно обязательно прививаться от ковида? Пока я не нашла, однако руководство требует прививаться. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает, для заселения в общежитие нужна прививка? Спасибо. Мария шла в свой 4-й курс с непониманием, как будет организован учебный процесс. За почти 2 года периодической дистанционки устала от встреч с преподавателями по ВКС и выполнению заданий в Мудле. Даже век высоких технологий живое общение не заменить. Где-то проскальзывают также мнения, что прививаться не обязательно, от этого можно отказаться, но при этом к нам скидывают какую-то информацию одни одногруппники, другие одногруппники. Информация разная. Все, можно сказать, не то чтобы в панике, но очень сильно беспокоятся, что же делать. Первыми, кто предложили с 1 сентября допускать в аудитории только привившихся или переболевших, как ни странно, были ректора ведущих столичных вузов. Такой разговор был еще весной. Но настоящая шумиха поднялась в августе. Буквально за 3 недели до старта учебного года Минобрнауки России выпустила рекомендации по организации обучения в новом году. Трактовок много, все неоднозначные. Проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Решение о формате обучения студентов по рекомендациям Минобрнауки России руководство вузов может принимать самостоятельно, конечно, с учетом эпидемиологической обстановки в регионах. Этим правилом руководствовались наши высшие учебные заведения и 1 сентября распахнули свои двери студентам для обучения в очной форме. Решением ученого совета было принято решение организовывать учебный процесс следующим образом. То есть все студенты очной формы обучения учатся очно. Но есть небольшое но. Значит, если в группе 80% и больше вакцинировались от коронавирусной инфекции, и кто-то из студентов, мало ли, заболел, то данная группа у нас не закрывается на карантин, то есть они продолжают учиться в штатном режиме, то есть учатся очно. Если в группе менее 80% вакцинированы, и кто-то из студентов заболевает коронавирусной инфекцией, то мы эту группу должны будем выводить на дистанционное обучение. Теперь пары проходят, как в старые добрые времена, но в коридорах санитайзеры, объявления о масочном режиме, проветривание и кварцевание. Маски обязательны. Студенты отмечают, сидеть в них целый день непросто, но на удаленке еще тяжелее. Я думаю, он важен, потому что дистанционное образование – это очень тяжело. Тем более по профильным предметам, как физика, математика, изучать самостоятельно – это просто нереально. Это очень тяжело. Сдавали сессию дистанционно, тоже очень сложно. Никому не советую. Вот, поэтому очень рада, что все-таки разрешили учиться тем, кто не привит, очно. Больше всего студенты боялись остаться без крова над головой. По слухам, в общежитии должны были заселить только тех, кто имеет справку 086 и паспорт вакцинированного от ковида. Но это далеко не так. Вакцинация, опять же, не обязательно, но подходит к вопросу о защите от коронавирусной инфекции с большой ответственностью. Многие укололись первым компонентом у себя дома перед отъездом в Сыктывкар. Второй сделать не успели. Жалуются, что столичные поликлиники отказываются их повторно
повторно вакцинировать. Никакой проблемы нет на самом деле для того, чтобы провести второй компонент, чтобы привиться вторым компонентом в нашей поликлинике. Мы готовы принять всех, студенты это или не студенты. Можно просто прийти в поликлинику, потому что на сегодняшний день открыта свободная запись в достаточном количестве вакцины. Иностранные студенты тоже играют по правилам. Вузы Коми участвуют в международном обмене студентов. Им рекомендуется взять на контроль вакцинацию иностранцев и оплату прививки. Студент мединститута СГУ имени Петерима Сорокина из Египта завершил курс вакцинации еще в августе. На прививку пошел добровольно. Я решил вакцинироваться для защиты своего здоровья и здоровья своими друзьями и близких людей. После него сразу будет ощущение нехорошо, так и значит, температура и тело сломано, и вот и так будет 2-3 дня, и все будет хорошо в этом. Я считаю, это нужно для безопасности и для защиты от других, чтобы не заразиться от стороннего человека. Паника, которая была наведена накануне учебного года, появилась просто из-за отсутствия информации. Ведомства сами не знали, как будет организован процесс. Нужно ли вакцинироваться – это, конечно, личное дело каждого. Но руководствоваться установленными правилами и соблюдать антиковидный режим – ответственность общая.